Все мы в сточной канаве, но некоторые смотрят на звезды. Оскар Уайлд. Смотри, я сшил себе костюм. Смотри, такой. Я прихожу к директору, я говорю, слушай, кто сшил костюм? Кто это сделал? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? А правда, кто это сделал? Кто скроил для нас этот неудобный костюм под названием «Город, поселение, район, двор», наконец? Кому предъявить претензии, если все тут шиворот на выворот? В том-то и дело, что некому. Если пуговицами, заборами заняты одни службы, рукавами, магистралями другие, швами, тротуарами третьи, карманами, дворами четвертые, то что, собственно, вообще могло получиться? Если никто не удерживает целое, и если никто даже не догадывается, что мы сообща шьем некий костюм, значит, претензии предъявлять и некому. А что же люди? Неужели они не видят, в чем, собственно, ходят? Ну вот в этом дворе. Нормально ли ходить вот в этом? Безусловно, нет. Но костюм так велик, здесь, например, 320 жителей, а вокруг и того миллион, что люди давно превратились, собственно, в материал. А материал костюм не перешьет самостоятельно. Костюм, конечно, не хорош, но он ничей. Этот двор по улице Волгоградской в Казани так и хочется назвать образцово-показательным. Но для нашего разговора, как уже видит зритель, ничего образцово-показательного тут давно, конечно, нет. Вот от этого всего помпезного советского благоустройства практически уже не осталось ни следа. Природа поглотила, съела все почти полностью, несмотря на то, что здесь ведь живут сотни людей. Мы с вами находимся на перекрестке двух оживленных дорог. Этот двор сегодня практически воплощенный хаос. Старое уже, как видите, ушло, а новое еще не пришло. И так бы еще и не пришло десятилетиями, если бы не парочка внешних угроз. Вот ведь что интересно. Когда вы пытаетесь сформировать городское сообщество по принципу «за что-то», у вас очень мало шансов. Когда вы пытаетесь сформировать городское сообщество по принципу «против чего-то», шансы значительно увеличиваются. Но, конечно, и они далеко не стопроцентные. Каждый преследует свои интересы. Кто-то хочет парковок побольше, кто-то не хочет парковок. Многие писали жалобы в одиночку. То есть кому-то что-то одному не нравилось, да, а один в поле не воин. И как бы... К чести местных жителей мы должны сказать, что в этом дворе вот уже несколько месяцев, как потихоньку формируется сообщество граждан. Казалось бы, его можно было бы создать под лозунгом «За двор и человеческие условия». Ну, или если уж против, то против хотя бы бездушия и неустроенности. Но нет. Если людям не дают возможности поупражняться в негативистском красноречии, то никто никуда и не явится. И сообщество стало возникать на фоне внешних угроз, таких как неубранный коммунальщиками зимою снег, таких как нежелательные посетители московского рынка, видящие тут пустырь и полное беззаконие и кидающие свои машины именно тут. А потом и новость пришла, что город отремонтирует, благоустроит двор. И люди вдруг стали узнавать друг друга. Вы знаете, люди стали здороваться друг с другом. Если раньше ты выходишь из подъезда, проходишь мимо и буквально идешь по своим делам, то сейчас ты, по крайней мере, здороваешься с окружающими. И это, в общем-то, радует. А что мешало все эти годы познакомиться? А вот, наверное, как раз вот это вот отсутствие каких-то там недовольств. Все были вроде как бы согласны с тем, как... Да, все привыкли к этому, и поэтому всех это устраивало, все молчали. Хрестоматийная ситуация. Вдруг оказалось, что на генплан, предложенный районной администрацией, у каждого есть свое мнение и масса поправок. Люди, до того рассуждавшие о своем дворе как о плохой погоде, которую не изменишь, оказались гражданами. Правда, граждан из 300 человек появилось на свет не более 70, но и это хорошо. Это, в общем, статистика. Плохо лишь то, что этот запрос отсутствовал десятилетиями и что наши тела без приложения внешней силы по-прежнему не двигаются. Ну, вообще, это сейчас, мне кажется, проблема нашего
века и наших дней, что мы даже в своем подъезде не знаем друг друга зачастую. Хозяин – это мы все. Мы должны как бы следить за порядком, и мы здесь живем, это наш дом. А ведь что только не делают сегодня архитекторы и урбанисты, чтобы познакомить нас. Чтобы люди увидели, что теперешнее благоустройство не сводится к плану мероприятий и не ограничивается покраской бордюров и заборов, а несет большую перемену. Для чего нам эти парки да набережные? Чтобы смотреть на пролетающих мимо гусей? Да нет, чтобы учиться у них и смотреть друг на друга. Массу одиноких индивидов вот здесь, в Рыбной Слободе, в этом году решили, наконец, вытащить из собственных авто. Именно так. То есть сейчас, где мы находимся, здесь появятся теневые навесы, различные благоустройства, скамейки. То есть это не просто голая земля или площадь. Центральную улицу Ленина закрыли для машин, разбили площадь и получили первое и единственное в поселке общественное пространство. И ведь сделали это не ночью, не тайком и не за день. Люди так решили. Почему появляется запрос? Потому что люди смотрят все равно, как сделано в других местах. То есть люди видят. Сейчас в 21 веке у нас есть возможность смотреть в интернете. Есть люди, которые интересуются, и они сразу... у них возникает вопрос, почему у нас такого нету. Я не считаю, что должна быть проезжая часть. Опять же, в том же самом, где? В Алексеевском ведь мимо горкома ведь тоже машины ведь не снуют. То есть все-таки уже видите, как в других центрах? Как конечно. Уже хотите того же самого. Почему бы нет? Хочется ведь жить нормально. Конечно, они всегда хотят сделать что-то свое, особенное. То есть не повторяться, ни в коем случае не повторяться. Все хотят всегда сделать что-то индивидуальное, но на том же уровне. И это мы видим вон там, на набережной, да, в том числе. Да. Конечно, что-то меняется. Вот эта рыба на набережной Рыбной Слободы. Откуда она здесь? Она была установлена здесь административными методами? Нет. Эти методы уходят в прошлое. Это люди заказали эту рыбу, мы серьезно. Люди заказали тут скамейки, навесы, детскую площадку, да все, что мы видим. Возможно, все это и так бы тут выросло, раз выросла набережная. Но спрашивают людей теперь ведь не потому, что они что-то такое знают, чего не знают власти, а потому что проходят времена, когда все вопросы решались через кабинет главы администрации. Мы начинаем видеть, что наши города и поселки – это не сплошная череда малых несчастий, и что свобода – это совсем не безоблачное благополучие. Свобода – это ответственность. Когда-нибудь в нас уже не останется вопроса, кто же все-таки сшил сей костюм, потому что мы будем понимать, что это дело наших рук. Человек не материал, он творец. Каждый из нас. Вначале кто-то, если не ошибаюсь, предлагал поставить здесь оборудование, которое смотрит в космос. Это я забыл название. Да. Ну, значит, все-таки что-то в нашей жизни меняется, если мы думаем уже не о собственной канализации, да, не о собственном благоустройстве, там, как у нас будет выглядеть двор даже, а если мы уже на звезды начинаем. Да. Реально такие вопросы звучали. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.